Возьмем выразительный пример завоевания недавнее, но заметное не только для Европы, но и для России, ежедневно шаг за шагом, вот уже 150 лет. Совершающееся и охватившее теперь громадное пространство от Каспийского моря до Западного Китая и Коканда. А именно, Киргизскую степь обоих ведомств, Оренбургского и Сибирского. Без этого завоевания колонизация всего Оренбургского края, той южной части губернии, Тобольской и Томской, была бы решительно невозможна. Киргизы на Уральской и Сибирской линиях, калмыки на Сибирской, пока мы еще не углубились в степь, делали на наши аванпосты на Иртыше, Ишиме и Урале непрерывные набеги, подобно кавказским горцам. Снимали, говоря технически, по местному выражению, с полей, с покосов, с рубки дров одиноких путников, даже и из станиц, кого могли заключить на свой аркан, уводили своих пленников в степь. И продавали их в рабство в Бухарию, Хиву, Ташкент, Коканд. Калмыки делали набеги даже на Томск, а киргизы – на Ишим и Курган. Общность веры, ислам, с нашими татарами давала им всегда нравственную поддержку, сих последних возбуждала измену русскому правительству, охоту вредить русским в самых селищах наших всеми возможными средствами. Даже теперь, когда уже русские аванпосты в виду Хивы, Бухарии и Коканда, наши татары часто попадаются как сообщники, в хоть уже бессильных, однако проявляющихся иногда в степи народных волнениях между киргизами. Мы сами лично знали, не далее 7 лет тому назад, в Пилыме, в 1859 году, удаленного туда в ссылку татарского муллу Алиму Ягудина, бывшего советником, духовным другом и дипломатом у известного киргизского султана Кенесары Касымова, волновавшего Среднюю Орду с 1837 по 1846 год. Подобные муллы, получая мусульманское воспитание сперва в Казани, а потом довершая оное в Бухаре, считающийся доселе центром классической мусульманской учености в Средней Азии, сходивший на поклонение в Мекку и получивший за это название хаджи. Турецкое слово, означающее пилигрима ко святым местам мусульманским. Очень иногда вредно влияют на здешних степняков. Конечно, со времен колонизации прилинейного края и постепенного, в течение вот уже ныне 134 лет, с 1732 года, завоевания и обселения степи, в ней не показалось не только Абделькадира, но и Шамиля. Однако без расширения границ наших до Хивы и Коканда, и без сжатия в стальную цепь штыков всей киргизской степи, немыслимо бы было спокойствие даже губерний Тобольской и Томской. Киргизы, не мирные буряты Забайкалья, не безответные остяки, тунгусы, самоеды, даже и нескромные гольды амурские. Их воинственный дух еще не угас, притом они мусульмане, и за спиной у них священная Бухара, пронырливая Хива и Коканд, а там и Англия, из Ост-Индии действующая. Ипполит Иринархович Завалишин. Описание Западной Сибири. Том 3. Сибирско-киргизская степь. 1867 год. Как мы видим, никакого добровольного присоединения не было. Это было медленное, длившееся почти 2 века, постепенное проглатывание казахской независимости, которое, кстати, никогда и не прекращалось. Это была медленная колонизация, осуществляемая где-то силой, но чаще путем подлости, подкупов, хитростью и обмана. После завоевания Башкортостана, Казанского и Сибирского ханств, граница между Казахским ханством и Российской империей прошла по реке Урал. После создания СССР административную границу Казахстана сдвинули южнее Урала и не только обособили Татарстан с Башкортостаном, но и сейчас продают Казахстану и Узбекистану наш же газ с Оренбургского газового месторождения, которое находится южнее Урала.